Здравствуйте, вы смотрите «Вести», Чеченская Республика, в студии Луиза Ахяева и главные темы выпуска. Высокая точность. Делрез Халил, Мехдейна, Рамзан Ахматовичина, Водский Паруслович, Ванеларна, Иштишем, Баларна. Рамзан Кадыров посетил соревнование по стрельбе, которое прошло в Российском университете спецназа. На страже экологии. Федеральный чиновник Андрей Фурсенко посетил карбоновый полигон, построенный в горном селении региона. Особое внимание к самым маленьким. Каждый ребенок под защитой, под контролем нашего главы, очень много уделяется этому внимания. В Республиканской детской клинической больнице прошел день открытых дверей, приуроченный к 1 июня. В Российском университете спецназа прошли соревнования по стрельбе. За лучший результат боролись 3 команды. Ход состязания отслеживал глава региона Рамзан Кадыров. Далее расскажет Наталья Депутатова. Перед самым началом соревнований Рамзан Кадыров ознакомился с разными видами вооружения, представленными на базе университета спецназа. Самый массовый пушки с 73 стран на вооружении. Представляете, есть шатышка, Ексан ножки, 360. БС-3, что 44 года разработать пушка, немецкий танк, не считаю тяжелый танк, Тигр, Леопард, Сандала, именно противотанковый. Но цулда один дальше, удачная модель несет по сегодняшний день истин вооружения, Лило, Шипа, 100-й калибр, Рицин, заряд снаряда, цельный щит со снарядом. Я помню, какой запас, а я что редкий, тяга, короче, снаряд свой боевой, стоит, расход, трек более, 300-400 метров, кува, толще, наводка, она точно хопаем, сценарий, тренировка, расходуешь. Снаряд можно. БМП 73 мм, БМП 1, я отсюда калибр. Все-таки пушки, по сути, как вот хватит. 1200 до 1500. Противотанковым и на 4200 осколочной навесной траектории. Очень хорошие. Называют снайперской винтовкой среди гранатометов. Проводятся групповые соревнования среди сотрудников быстрого реагирования из личной охраны главы региона. В соревнованиях под названием «Дуэль» участвуют 3 команды по 7 человек. Победу одержит та команда, которая быстрее всего и точнее всего поразит все мишени на стрельбище. Внук первого президента Чеченской Республики Адам Кадыров, как известно, большой любитель стрелкового оружия, также не остался безучастным к этому турниру. Несмотря на свой совсем еще молодой возраст, он преодолел все испытания в рамках турнира очень достойно, показав высокие результаты во всех дисциплинах. Накал эмоций был запредельный. В очень сложной и напряженной борьбе его команда показала лучшие результаты и заняла 1-е место. Он метко и быстро поразил все мишени, а также преодолел полосу препятствий, продемонстрировав хорошую выносливость и время выполнения упражнений. Наблюдал за проведением соревнований Рамзан Кадыров вместе с соратниками, а посмотреть действительно было на что. Участники с удивительной точностью по очереди стреляли по мишеням из гранатометов, пистолетов и винтовок. Подобные соревнования среди сотрудников проводятся довольно часто, в несколько этапов. Участники проходят различные полосы препятствий в Российском университете спецназа, в том числе и соревнуются в стрельбе. Они призваны поднять общий уровень подготовки бойцов. Сегодняшние соревнования – это был финальный этап подготовки подразделения СОБР
личной охраны Рамзана Ахматовича. В целом они достаточно хорошо подготовились за этот месяц. В течение месяца прошли все виды подготовки, отработали, начиная с базовых навыков, заканчивая специальными задачами. И сегодня завершили все это, так подытожили контрольной дуэлью. По команде судей на этом этапе участники бросаются к стрелковому оружию и на скорость начинают стрелять. Судьи же позже, осмотрев мишени, определяют победителей. На этом этапе победила команда командира Мансурова. дуэльлер тағанлерш с дуэль отхует участвовать швой глава ант адам ورد ديل غية مو تغن تعيش غير تيشات تغن дуэль именно отделение редукцион что первые лет атака год раза два что сбор хултха сега к концу месяца тахтра как зачет цел что как соревновательный дедо цунаха дел غية там чодик чакай или дел рейс халил вой мех дейна Рамзан Ахматович на вой отские пар условиш вой неларна иштишем вой баларна дел рейс халил цуна. За время проведения соревнований все участники показали высокий уровень подготовки, четкость и слаженность действий. И несмотря на то, что победитель на данном этапе был определен, все бойцы, несомненно, заслуживают похвалы. Instrukteurs daar uitmaken, dik de woord dan, haal het verleid dan. Het hoort ook dan, zie je hier dan, serinowani dan, hazard interesse nou, Adams dan, oren, lekker dik te worden. Ja, zo'n uur, ja, там на цебо. Не садуйте, машин шухожит. Тахохки, эзуа, эзуртуа, танеле вовсе герсвордо слажено, бог бар мусома. Безопасность шайги на высшем уровне, герсворому, шайша худодец, пулеметчик, шок, пулеметчик. И пулеметчик. До того, каждый так хавях, что уже. Сун мала, сола, аделен, они селек огневая. Goeie dag. Prins fond dik hus daar staan. Первый я отделение до 30 миллионов, до второй я 15 миллионов, третий я 7,5 миллионов. Директор вода. Глава республики отметил, что любой чеченец, несомненно, должен быть профессионально подготовлен, чтобы в любой момент встать на защиту Родины. Armé خلیز دان، موسو подразделение دان، یویش اگه دان، آوشتاش armé کام بچه وگی زدیست و دان، حالی که تیش سوینه بالچن دان، ترمع بالچن شیک دان، زیک ترمع لرد عیل دان، نکه ویش بخشید امتی عبوش دان، خلا دست دان، سندل دان، کام بچه نگس درس ویشین حد دان، خلا ویشین شوگی دان، کیچ خلی شو اصاب بین کی نه دان، واقع روسیه دانه. Не только военный, но гражданский наш амбаш будет герство достан. Герство амад есть достан. Хошелад есть достан. Из воен хинсен до медицин воен халат. Изначально воен хашел ядон. Докук энти спасти меня барка да. Мы так долго тапш качена дон воен. Что бьял тайн дон. Раздин, вот это я кандом дати, сразу бьял тайн дон. Цисадин дон. Бегай балит кач тавик дон. И спасти его хоть олазин дон. Сюда дон. وصوما دان اخوشلچی دانه اقدانه اتخل دان چون گیبد دان بیس قچل دان وصو دان پدرزیدنش دانه امتع خود دیز خش بود دستان چون درش دان گیتن показатель شدان صبر دان وگی دان الیتنی دان پدرزیدنی یو دان اشتان گیتن دان yok دان hazır rezultat تو دستان دیگر rezultat تو دان مثلا دان كده دان وصل بدزين شقق ما ديش وعمود ديسك واضح دان نبغى بيز دان وي شو ما دان اوغي سيريوس دي مشاس كدان افدي وكا وعلين كدان تيغادان وي спецназ Ахматы дان така زين دي полки батальон что задействовать на Юдастан цардан за полтора года дан тига его подозрение саичил дан результат что саншин результат не дастан и там бахуш халчи дан штурмовой группе хода бьет хуш халчи отцу серьезный металл дан царит дан результат яш халчи дана цар шей бол хуш халчи и было его гуш холод дан хуш халчи
أوها وهدان داش عملت أو هاش كل شيء دان عبليج دان ويرني دان شنو يصير بلجيني عشان وصوي شزدوات يشتغل شيء أقع دان هون توان بلوش بس دان نيرش ودير ديشيات دان داش زوك دان شوم دان بصو ما دان تنتي حب psychologisch spokojny chodzi tak do tam dia do co do ugry co do اشتغل شويتش يرسوچ انا حوش تعسي خلوش وچ شوين دويش تو دقاني مثلا دان شو ديك سو هيديك هير دان دالته بول دان وين مثلا درس هو راح يقدر ريزولتاتش حجر حمدان انسان يعني شو قوس دان تاك بوسو دان شي متا دان بوليموتشيك سنايبر جرانتا موتشيك تفشتو شوك شاوي جيدا автоматو شوك شي متا خلر دان شي رينا سباستي في خلر دان ونوستي وست خلر دان هور جروب شي نحمه خلر دان بدزلين دان من موتشيك ارتريري خل وجاه خل اوي دان سعد دان وكوش تاوي ولا داريتنا داس دان وقع بوش نشو وقع من موتشو وقع موسوكي بالجيرزدو وقع يتعدي بي باسيو دان любой техникаю любойهم حياة يشو دان возможность любойهم هذا يشو ايش على любой подразделение دان سند دان حقا инструктор دان حقا بول دان دينا بوسا دان ما يوكش بود دان دينا بوسا دان سند دان سنتان برقديرت خلاص دان حقا والمسا دان دال инструктор دان по 500 рублей артур да дан примерно дан водик бина дан دالته بود دان Ахмад! Здесь также проходят ускоренную подготовку по разным направлениям добровольцы, отправляющиеся в зону СВО на Украине. И в числе прочего будущих бойцов также обучают стрельбе из разных видов оружия. Прошедшие подготовку здесь показывают отличные результаты. Наталья Депутатова, Мовсар Хаджиев, Харан Абдулаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики Вести, Чеченская Республика. В Чеченскую республику прибыл помощник президента Андрей Фурсенко. В Грозненском международном аэропорту его встретили советник президента России Руслан Эдельгериев и вице-премьер Адам Алханов. Первым делом чиновники направились для возложения цветов к обелиску первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова в мемориальный комплекс «Славы». В планах федерального чиновника посещение карбоновых полигонов, региональных вузов и ознакомление с научными и образовательными возможностями региона. Помощник главы региона Ахмат Кадыров провел беседу с трудными подростками. Говорили о том, к чему приводит деструктивное поведение. Вождение без прав, употребление алкогольных и наркотических веществ. О результатах беседы в сюжете Медины Мударовой. Самый тяжелый возраст для ребенка – период с 12 до 18 лет. Он тянет за собой многие проблемы. Низкая успеваемость в школе, а подчас ложь и даже воровство. Все это можно пресечь одним разговором и понять, чего не хватает юношам. Помощник главы Чеченской Республики, председатель общественно-государственного движения детей и молодежи движения первых Ахмат Кадыров поговорил с ребятами, которые стоят на учете. В зале 40 ребят, у всех разные случаи: драка, воровство, распитие спиртных напитков, курение, вождение без прав. Выслушивая проблемы подростков, Ахмат Рамзанович выделил необходимые средства на нужды ребят: велосипеды, телефоны, отопление в дома. В завершении помощник главы еще раз призвал молодежь оставить вредные привычки, ведь за ними следуют серьезные последствия.
Taşın doğru toplantıları yok aşılar aşıların şişeler bozar onlar وسبيل يمشي دي chant و نبغى خاين ده شو منا وصلوا قدام واشتريش مثلا لكن ليتش رأيون أسبرزاني لعبوا عادية صديق يوم توب شو صديق ليك شو صار ليتش عشان وشيء خايني والله صومي وخيودا شو متجو شو متكاثر يلو خيو problema نشيت جدا مع كبار ولي مجالات ومركع مجالات إيش ولي حلوة مركدا وش يمش مجالات ويمش عجيل ده كناس اللي وواش ليه ولات صد وقت شو ميسنا ودل عمل عجينا ودل digna osteja do našim ušuman podeški do hausa do žuvoke daleko bož šit dialogla dike dišumneni hoš ošta dašu damo кайда шума наости духом далеко bož. После долгой беседы юноши поняли все свои ошибки и пообещали впредь их не совершать. Сочоглети, ларесветун, учётя душа, хуез эла, соугатан хумшият тутун, ларесвет, облсайр цуниш. Работа с подростками требует большой выдержки. Итоги юношеского максимализма могут быть плачевными. Чтобы ребята не зашли так далеко, нужен контроль. Руководство республики регулярно проводит встречи с молодежью, которая стоит на учете. Находя индивидуальный подход к каждому, они тем самым минимизируют подобные случаи. Судьба подопечных отслеживается и после встреч. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская республика. Очередной груз от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прибыл в место дислокации спецназа «Ахмат» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава республики в своем телеграм-канале. Бойцы получили продукты, среди которых колбасные изделия, свежее и сушеное мясо. Его доставил руководитель Российского университета спецназа Байбитар Вайханов и помощник главы республики Имран Налаев. Благотворительная организация, помимо обеспечения военнослужащих продуктами питания и предметами первой необходимости, приобретает для спецназа снаряжение и другие технические средства. Куратор сферы здравоохранения Чеченской республики Хутмат Кадырова посетила республиканскую детскую клиническую больницу. Гостья принесла с собой настоящий праздник. О том, как прошло мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, узнавала Медина Мударова. Для детей сегодня организовали настоящий праздник. Аниматоры, приятная музыка и сладости. В рамках праздничной акции прием ведут узкие специалисты по всем направлениям. Родители с детьми приезжают со всех районов республики, чтобы обследоваться у лучших врачей региона. Детишки могут пройти невролога, педиатра, терапевта, ортопеда, офтальмолога, лора и психолога, причем совершенно бесплатно. По словам организаторов, День открытых дверей позволяет улучшить работу по профилактике заболеваний. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Около 100 тысяч обращений у нас за год в поликлинике. И уже вот на вот эти вот 4 месяца, еще в мае, без учета мая, у нас прошло более 30 тысяч детей. Вот, здесь включает в себя это МРТ, это КТ, это электронейромиография, электроэнцефалография, УЗИ сердца, это как бы вот и многие-многие другие исследования, которые проводятся в рамках нашей поликлиники. Праздник посетила заместитель руководителя секретариата главы Чеченской республики, куратор сферы здравоохранения Хутмат Кадырова и министр здравоохранения региона Сулейман Ларсанов. Гостей встретили тепло и подготовили танцевальные номера. Затем гости провели обход в консультативной поликлинике. В ней был проведен капитальный ремонт за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Было закуплено оборудование для офтальмологической службы, наркозные аппараты, гематологический анализатор и оборудован рентген-кабинет. В этой поликлинике можно клинический анализ сделать здесь, на месте,
Также приглашенные осмотрели и отделение онкогематологии. Пациенты проходят лечение в комфортных условиях, а качественное оборудование способствует улучшению процесса выздоровления. Мы проводим диагностику, проводим специфическую терапию. Мы сотрудничаем с федеральными центрами. Если мы знаем, что ребенку необходимо то, что невозможно провести на территории Чеченской Республики, незамедлительно в течение 1-2 дней ребенок поступает в федеральный центр, там получает все, что необходимо, а потом уже на определенные этапы возвращается к нам. Хутмат Кадырова пообщалась с детишками и приготовила для них приятные подарки за счет регионального общественного фонда. За детей больше всего рады родители, ведь для них это огромная поддержка. Они поблагодарили за оказанное внимание и высоко оценили качество оказываемой медицинской помощи. Мы пришли с ребенком, нам подарили подарки, окружили вниманием, заботой. Спасибо большое. Это не первый раз, когда ребенку уделяется столько внимания. Хочу сказать большое спасибо Хутмат Кадыровой, очень красивые подарки. В День защиты детей благотворительная акция от Хутмат Кадыровой прошла в Грозинском дельфинарии. Activity Park заготовил для 200 ребятишек мастер-класса, концерты и постановки. Там же малышам передали подарки от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня мы отмечаем Международный день защиты детей. В этот праздничный день с самого утра в Республиканской детской больнице мы организовали День открытых дверей, где каждый маленький пациент смог совершенно бесплатно пройти обследование и получить консультацию ведущих детских специалистов Минздрава. Там же маленькие пациенты выступили со своими творческими номерами, а уже здесь, в Грозинском дельфинарии, мы собрали пациентов детских реабилитационных центров региона, для которых было проведено множество развлекательных мероприятий. Каждый особенный ребенок сегодня был окружен особой заботой и вниманием. Дети смогли посмотреть выступления дельфинов, попробовать себя в разных профессиях, поучаствовать в концертных программах и постановках, попробовать вкусные угощения. Все дети получили подарки от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далгасат Обалдуэлтин. Уверена, нам удалось достичь главной цели – подарить всем детям море положительных эмоций. Хочу выразить слова огромной благодарности в адрес главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и президента фонда уважаемой Имани Несиевны за их постоянное внимание и щедрую помощь детям. Этот праздник напоминает о той ответственности, которую мы несем за детей. Их улыбки и горящие глаза говорят сами за себя. Малыши получили множество положительных эмоций, которых хватит на все лето. Мизина Мутарова, Ислам Ибрагимов, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. В честь памяти старшего сына первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Зелимхана Кадырова, провели религиозное мероприятие. Оно прошло в центральной мечети в селе Джалка Гудермесского района. Верующие прочитали Мовлид, многократно восхваляя имя Всевышнего Аллаха и его посланника Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Мероприятие было организовано по поручению депутата Государственной Думы Российской Федерации Адама Делимханова при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Главы поселения и района Рамзан Тасуханов и Амир Абдулмуслимов передали семьям погибших сотрудников мясо и продуктовые наборы от благотворительной организации. Зелимхан Кадыров был достойным сыном чеченского народа, который вместе со своим отцом Ахматом Хаджи Кадыровым мужественно боролся за мир и процветание региона. Мёрчдик чума баанда бачоду она саран шлоша бо Аллах да сарда оболдор аван мага ардана هو دنيا اوغر دوق ظلم بيتن دو دكتور عربه وكان في غازو طلع كمان طبعا كان اشتا الساند ساردا بابو بيش دا والله да сарда оболдор امين. Сотрудники госавтоинспекции совместно с ТРК «Путь» имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провели профилактическую акцию по снижению случаев ДТП на дорогах Грозного. Начальник управления госавтоинспекции региона Идрис Черхиков и директор телерадиокомпании «Путь» Адам Шахидов при встрече обсудили проблемы безопасности дорожного движения, а также отметили важность проведения разъяснительных бесед с автоводителями и пешеходами. После совещания инициаторы сами приняли участие в мероприятии и раздали водителям около 300 буклетов с напоминанием и священными аятами. Салам алейкум.
نرشينيم سين خو أنا إشتا أورزة مشان ألغى أخوش دقع لفتي هر دالة قيمر بوهوكا دون قد إنوخشي متعياتين يرى شيء زي أي قالق شو فتشوا دالجز بيقم بول وما خير نوخشي موش بارج واش في سيد يشة صند عقايقين شدو نيغ نظام ما لردري دالة هو بوقتي إلشنو هو بوقتي عليه الصلاة والسلام مش أضحك أحا بنا يد بن بوش بولو بو بوهرة قصدك حكومة قاشنية القرآن آية معنا دون تلك حديث دون صلى الله عليه وسلم حين اشتغل على التشبه بالبقعة دال بركة دويل دال عالم شوية المصوت شمنا. Звездный мальчик Оскара Уайльда собрал настоящий аншлаг в театре имени Лермонтова. Маленькие зрители стали свидетелями постановки, которая учит тому, что главное в человеке не внешние, а внутренние качества. С подробностями Мадина Нуцалчиева. Истинная красота не во внешности, а в душевных качествах человека. Этому учит сказка Оскара Уайльда «Звездный мальчик». Донес до своих маленьких зрителей эту мысль Государственный русский драматический театр имени Михаила Юрьевича Лермонтова в своем новом спектакле по пьесе ирландского писателя. Тема спектакля – отношений детей и родителей. Я считаю, что это очень важная тема, и, соответственно, через такие постановки мы можем донести для подрастающего поколения, как надо обращаться с родителями, как надо с ними быть, как надо быть вежливыми. Событие приурочено ко Дню защиты детей. Насладиться премьерой пришли детки с ограниченными возможностями здоровья. Детям очень интересны спектакли, мы это уже знаем и стараемся почаще проводить такие мероприятия, так как они очень любят сказки, героев сказок. Они, как правило, сами проявляют такое участие, даже бывает, что с места какие-то реплики бывают, смеются. В общем, они очень активно смотрят сказки. «Звездный мальчик» – рассказ об очень красивом, но бессердечном и жестоком мальчике, который из-за своей гордыни отказался от собственной матери, за что в наказание стал уродлив. Ему удается исправиться, и в конце сказки возвращается его прежний внешний вид. Мама, сможешь ли ты простить меня? Я давно простила тебя, сыночек мой. Спектакль не оставил маленьких зрителей равнодушными. Они с удовольствием поделились своими впечатлениями. Мне очень сегодня понравилось. Эта постановка была очень красивая постановка. Спасибо всем, кто принял участие в этой постановке в театре. Родители тоже счастливы, но не столько от просмотра спектакля, сколько от искреннего восторга и улыбок своих детей. Очень понравился спектакль, веселый, жизненный. Детишкам очень понравился. Спасибо за организацию, за все. День защиты детей – это не только веселый праздник для самих малышей, но и напоминание обществу необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились и занимались любимым делом. Мадина Нуцалчиева, Маусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Сразу после вестей смотрите новый выпуск Анны Естеш с участием председателя Союза писателей региона Аламхадом Ельсаевым. Это человек, который оказал большое влияние на телевидении в Чеченской Республике, заслуженный журналист и один из интереснейших людей. Выпуск приурочили к году чеченского языка, в ходе которого ведущая Макка Исакова обсудила актуальные темы с гостем. Не пропустите! К этому часу это все события. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».